полюшка поле. Татарская народная сказка «Солдатский топор». В давние-давние времена шел солдат с войны. Старая шинель на нем, за спиной котомка. Проголодался он, устал, присел на лесной опушке отдохнуть. Видит, в кустах топор лежит без топорища. Подобрал его. Пригодится, в котомке-то все равно пусто. Вот приходит в другой лес. Уже темно вокруг. Видит, огонек светится. Идет на огонек, а там избушка. Свет в окне горит. Старушка сидит за прялкой. «Впусти меня, бабуся, переночевать», — просится солдат. Взяла старушка, впустила его в дом. Разделся солдат. Стесняется он еды попросить. И придумал, как сказать. «Есть у меня в котомке топор, бабуся. Свари мне из него суп». Развела старушка огонь, обмыла топор, в казан положила. Кипит вода, а топор все никак не сварится. «Не могу я, сынок, топор твой сварить», — говорит старушка. «А ты, бабуся, картошки туда набросай». Почистила старушка картошки, нарезала, в казан положила. «Сварилась уж, сынок, картошка-то», — говорит. «А, ты, бабуся, еще муки туда намешай». Намешала старушка муки. Скипел суп, а топор все твердый. «Уж и не знаю, как быть», — говорит старушка. «Не варится топор-то». «Эх, ладно, бабуся, как-нибудь в другой раз, что ли, доварится. А пока давай просто бульон поедим». «Хорошо», — отвечает старушка, «а то я устала совсем. Дальше варить даже сил нет». Принесла она миску. «Вот, сынок, — говорит, — суп тебе, а топор уж не смогла сварить, не обессудь». Поел солдат с аппетитом, согрелся, потом лег, уснул крепко. Утром собирается солдат в дорогу, а старушка говорит: «Возьми, сынок, топор-то, пригодится тебе». Положил он топор в котомку, так и шел от деревни к деревне, и всюду ему суп из топора варили. Вскоре и до родной деревни добрался. Еще больше литературы, связанной с народным творчеством, вы можете найти в фондах Республиканской юношеской библиотеки.